Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Это историческое событие. Несправедливость, которая длилась практически 30 лет, она была остановлена, был восстановлен суверенитет, была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. И это, безусловно, не может не радовать любого здравомыслящего человека, не только граждан тюркского мира, либо каких-либо геополитических взглядов. Это просто адекватная реальность любого здравомыслящего человека. Потому что у нас есть устав ООН. Согласно уставу ООН, на основе устава ООН заключено огромное количество договоров. И непонятный, никак иначе, кроме как террористическими движениями, просто другого термина у меня нету в описании того, что сделали эти люди на протяжении 30 лет на территории чужой страны, на территории чужого государства, с имуществом чужих людей. У меня обоснования этому нет. И даже мало кто знает даже сам факт, что само государство Армения не признавало суверенитета так называемого Нагорного Карабаха, да и вообще мировое сообщество, ни одно государство в мире, я еще раз повторюсь, не признало за столь длительный, на самом деле, период времени это государство. Поэтому все эти действия, которые они производили на территории 30 лет, никак иначе, кроме как кощунством по отношению к той же земле, либо же к имуществу тех людей, назвать невозможно. Что касается военных преступлений, то они тоже были. Я думаю, время придет, это все раскроется, и будет полноценное расследование, которое уже началось. И единственное, и, мне кажется, адекватное и логическое завершение этому, это вот как раз-таки, наконец, способность Азербайджана поверить в себя, в своих граждан, и несмотря ни на какие определенные уловки определенных сил, все-таки восстановить свою территориальную целостность, вернуть тех людей, тех беженцев в свои родные дома, обеспечив безопасность, создать, наконец, на уровне локального, регионного уровня очаг стабильности, безопасности. Ведь мало кто знает, пока существовал этот замороженный конфликт, ни одна корпорация, ни одна компания не могла полноценно инвестировать, и тем более уже государственные какие-то проекты, межгосударственные проекты не могли быть реализованы, пока на территории страны существует такое непонятное беззаконие или такое непонятное формирование, как было это на протяжении 30 лет. И сразу же с обретением этих территорий, с возвратом этих территорий весьма логичным стало переговоры о восстановлении инфраструктуры, о восстановлении добрососедских взаимоотношений со всеми государствами в регионе и создание вот того самого локального очага безопасности, которое позволит для всех заинтересованных сторон развивать свои возможности через территорию Азербайджана. И если мы вспомним, то у нас сейчас идет определенная трансформация в геополитике в мире, идет смещение логистических коридоров, и Западный Китай, Западная Европа, путь, ренессанс шелкового пути, он проходит как раз-таки через тюркский пояс государств
который как раз-таки характеризует себя стабильностью, безопасностью. И определенно основная, наверное, самая узкая ее часть проходит по территории Азербайджана через как раз коридор, который был восстановлен, который сейчас функционирует. И я уже знаю, что некоторые части товаров уже проходят по этой территории. Пока все еще существуют определенные риски, но я думаю, в скором времени их вообще не будет. И коридор заработает во всю полную силу, потому что потенциал огромен. Для меня, как для гражданина Казахстана, как человека, который ратует всем тюркским интеграциям, это только положительная новость. Это, еще раз повторюсь, все-таки справедливое историческое решение и храбрость, героизм азербайджанских воинов заслуживает лишь самых высоких оценок. И мне кажется, это столь, на самом деле, бескровное, потому что если мы проверим все те конфликты, которые на территории постсоветского пространства, которые пытаются сейчас решить, они все, к сожалению, не могут похвастаться этим, но именно в Карабах Азербайджан вернул практически без жертв среди мирного населения, практически за очень короткий период, сохранив возможности уйти всем армянским жителям, сохранив с собой вещи. То есть это тоже говорит о гуманности. Поэтому для граждан Казахстана это большая победа вместе с азербайджанским народом. Мы это видели на территории, наверное, всей тюркских государств в социальных сетях. Огромная радость, огромное сопереживание, будто это у нас в стране как будто случилось. Я помню те года, это вот буквально несколько лет назад, когда в социальных сетях практически у каждого был на аватарке азербайджанский флаг, демонстрирующий абсолютную поддержку и лояльность тем действиям, которые производит азербайджанская сторона. А для перспектив, мне кажется, огромные перспективы, потому что Казахстан в лице главы государства уже заявил, что намерен также принимать участие в восстановлении Нагорного Карабаха. Был создан уже сейчас театральный, музыкальный корпус, и мне кажется, это только начало, потому что, еще раз повторюсь, роль коридора, который был восстановлен, он колоссальнейший. Это огромнейший логистический маршрут, который позволяет безопасно, обходя все страны, которые находятся под санкциями, либо обходя все регионы, в которых сейчас так или иначе происходят кризисные явления, такие как войны, либо же какие-то гражданские неповиновения, они все минуются именно благодаря Азербайджану и существующему коридору. Потому что на территории через Центральной Азии, проходя через Каспий, выход в Европу только через Азербайджан. Это мы все понимаем, поэтому для Казахстана, для казахстанских компаний, для бизнесменов, для государства это огромный, большой, мне кажется, импульс для действий, развития в экономике. Не только для Казахстана, на самом деле, мы видели активное участие Узбекистана в этом, мы видели заинтересованность Туркменистана и Кыргызстана, но я думаю, со временем, как появятся возможности, они будут активно вовлекаться. И это же ведь не только коридор в одну сторону. Не стоит забывать, что есть возможности для Турции, для стран Западной Европы. Ведь это маршрут работает в обе стороны, причем не только с востока на запад, но и с запада на восток. Поэтому, мне кажется, потенциал будет очень большой. И сам регион после длительной оккупации, после вандального отношения, мне кажется, так же, как и Шелковый путь, будет ожидать ренессанс, он переродится вновь, зацветут сады Карабаха. И мне кажется, мы еще очень-очень часто будем ездить туда. Я могу похвастаться тем, что сам побывал на этой территории уже после восстановления целостности, видел своими глазами, как, к сожалению, практически в ничто было превращены все те богатства, исторические ценности, все те комплексы, которые практически были разрушены. И, ну, как только с радостью могу заявить, что был участником, был свидетелем того, как они начали восстанавливаться.
Мне кажется, и туристические возможности колоссальные, потому что кто был в Карабахе, подтвердит, это очень живописный край на самом деле. Сам цветок Карабаха стал символом той победоносной войны и восстановления целостности. Мне кажется, этот цветок еще много и долго будет символом вообще всех тюркских отношений, потому что завершение того периода оккупации на самом деле демонстрирует новый этап в отношениях между всеми тюркскими государствами, потому что впервые тюркские государства в интеграционных своих процессах углубились не просто на уровне договоров и каких-либо, а до более реальных действий, максимальной поддержки, потому что мы видели колоссальнейшее давление на Азербайджан во время боевых действий со стороны определенных армянских лобби, присутствующих в некоторых государствах, и не могло не радовать поддержка, абсолютная поддержка тюркских государств Азербайджана, как на самом верху, так и на мнение рядовых граждан. Поэтому, мне кажется, это общая победа, она должна праздноваться во всех государствах, потому что 20 век, он был крайне тяжелый для всех тюркских государств, это общая трагедия, общая история. И в 21 век начался очень хорошо. И еще раз повторюсь, это все-таки историческое событие, ведь Азербайджан за столь долгий период не просто вернул суверенитет, а сделал это законно, легитимно, без каких-либо ошибок и крайне оперативно. Поэтому это очень хорошо. И я думаю, в экономическом плане потенциал будет только расширяться. По инициативе Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана съемочная группа «Мост дружбы» отправилась на 60-й международный фестиваль цветов в Намангане. В ходе визита мы также посетили руины древнего города Намангана Аксикента. Согласно историческим данным, город Аксикент был основан в III-II веках до нашей эры. В IX-X веках был столицей Ферганской долины. В 1219 году он был полностью разрушен монголами. В 5-7 километрах от старой части города основан новый город Аксис, построенный на западе, датируется XIV-XVII веками. Бубур-Нама так описывает Аксикент. Нет большего селения в Фергане, чем Андижан, а потом и в мире. Умар-Шайх Мирзо сделал его своей столицей. По имеющимся данным, слово «Ахсикент» означает «земля Ахсикента». Ось происходит от слова «Ахси». Согласно Зафар-Доме историка Шарафиддина Али Язди, XIV век, Хусрав I, Анушервон 532-579 года построил Фергану и переселил из каждого дома по одному человеку, один из которых был назван Ахзи, а место, где он был построен, было названо в его честь. Археологические раскопки ведутся с 1960 года под руководством академика Гуломова. Когда стало известно, что Аксикент по возрасту равный Афросиабу город, Аксикент был переименован в Фергана Афросиоби. Ныне большая часть древнего Аксикента возделана, построены дома, устроены кладбища, вывезен грунт в качестве строительного материала – желтозем. Сегодня древний памятник Аксикента является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2001 году в городе Аксы прошел международный семинар «Аксикент в истории узбекской государственности». Мы посетили в Намангане святое место мавзолея Унбир-Ахмад.
Сначала читалась молитва за души пророков. Здесь нам рассказали работы, направленные на изучение легенды Унбир Ахмад, рассказывающей о становлении 11 великих личностей, о которых написаны книги и поэмы. Глубокое научное исследование бесценного наследия предков, передача всех знаний будущему поколению являются одной из наших главных задач. Особое внимание, уделяемое охране исторических объектов, благоустройство священных мест, широко поддерживают соотечественники и международное сообщество. Напоминаем, что в Намангане найден один из вариантов насаб-намы – шежире, родословное или генеалогическое дерево великого философа, исламского проповедника, суфийского поэта Ходжи Ахмеда Ясауи. Также найдена печать с именами 11 шейхов, известных исламскому миру, внесших особый вклад в популяризацию ислама в тюркском мире. Парк культуры и отдыха Афсон-Алар в Одиссе, долина легенд, в городе Наманган, занимает 155 гектаров площади. Здесь имеются тематические парки с 16 видами аттракционов, амфитеатр на 2400 мест, 7 видов водных аттракционов и аквапарк с 16 бассейнами, 2 современных водопада и музыкальных фонтана, 3 ресторана, 2 парковки на 1800 мест. В этом году планировалось запустить центр ремесленников, мечеть, гостиницу на 400 мест и 110 вилл. Также была организована очень интересная концертная программа под открытым небом на сцене бульвара Уч-Фавора в парке Афсон-Алар в Одиссе.
Напомним, что 61-й праздник цветов, ставший фестивалем Flowers Festival 2022, состоялся в период с 22 мая по 5 июня. Ce faci, mama? Stai jos, stai jos. На днях мы посмотрели очень информативный и жизненный сюжет одной из социальных сетей. Его снимали в одной из европейских стран. Посмотрев этот материал, мы еще раз убедились, что человечность, милосердие и сострадание не чужды никому в этом мире. Видите ли, эта бабушка хотела заработать себе на пропитание, тайно продавая овощи, которые она выращивала в своем огороде, чтобы прокормить свою нуждающуюся семью. Но посмотрите, что произойдет после того, как ее действия будут обнаружены контрольной службой городского муниципалитета. A recepționat domnul primar. 13 septembrie cu Rahova, acolo, la Mega Image. Într-o oră sunt aici, maxim o oră. Начальник управления с рацией говорит с центром, а пожилой человек выглядит несчастным и с тревогой наблюдает за последствиями. Cel puțin o tarabă. Să nu stea chircită, pe lăs, pe nu știu ce. Da? Stă frumos la o tarabă,
o aranjați. Deci un punct tot așa pentru bătrânele, 3 aici. Luați nume și prenume. Altcineva n-are loc. Cum găsiți pe altcineva la tarabă? Через некоторое время приходит работник контрольной группы. Бабушка до сих пор опасается, что оставшиеся у нее овощи будут конфискованы, а она будет оштрафована. Hai că îți vindem și marfa, mamaie. Dă-goa. Но все сложилось не так, как подумал пожилой человек. Apă mai aveți? Dați apă. Супервайзеры снимают деревянные и неподходящие ящики и аккуратно кладут овощи на прилавок. Poate ce să fac, mamaie? A crezut cu porcodușile ce face? Ciorbă? Sunt bune să am mâncat eu porcoduș. Nu, mamaie, cum am mâncat. E bine așa? E bine? Uite, acolo ai, te duci, îi pui pe nepoțel să-ți cumpere un lacăt, o să pune sănătos. Să rămână. Nu? De ce plângi? Stai liniștit, gata, s-a rezolvat. Cât costă? Cât e o legătură de asta? 1 euro. Бабушка растерялась, увидев, что ситуация складывается не так, как она предполагала. Супервайзер обращается к пожилому человеку с вопросом о цене на овощи, которые она хочет продать. 10, 100 de lei, nu, 10 lei. 10 lei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este lei cât e? Cât e? 2,50. 1,50 lei bucata? Care n-ai marfa aici de 100 de lei, nici 50 de lei. Cât e toată marfa asta? 200 și... Da. Hai fă matale calculul, să nu zici că... И дает ей деньги, покупая у пожилого человека товар. Să nu crezi. Ia, hai acasă. Le luăm noi pe toate. Это ваша торговая точка. С этого момента вы можете беспрепятственно продавать здесь свои овощи из собственного огорода. Ваше разрешение также наклеено на прилавок, сказал супервайзер. Радует, что это одно из многих свидетельств того, что человечность проявляется в каждом из нас, несмотря на то, в каком уголке мира мы живем. Надеемся, что этот репортаж был очень интересен нашим зрителям. Все традиции своими корнями уходят вглубь веков. Проживая жизнь, человек не замечает, как стремится вернуться к своему национальному быту, культуре, к народным традициям. В культуре каждого народа существуют традиции и обычаи, посвященные различным праздникам, которые связаны с различными ритуалами. К примеру, люди одевают красочные народные костюмы, исполняется народная музыка, говорят на родном языке, вспоминая пословицы своего народа, поговорки и любимые песни. Но традиции определяют не только бытовую сторону жизни каждого народа, они имеют безусловное значение в гармонизации общества, в духовной связи между поколениями. Мы, среднеазиатские народы, искренне привязаны к своим традициям. Мы любим веселиться и умеем превращать это в искусство. Наши дети от 6 лет и старше действительно живут наследием наших предков с детства. Даже скачки принято считать молодежными. Эти виды соревнований сегодня входят в число спортивных игр. Вот соревнования, в которых участвует более 100 детей.
Каждый молодой человек, который доверяет себе и своему коню, участвует в скачках, то есть нет предела количеству гонщиков. Основная цель подобных соревнований – это просвещение молодого поколения и популяризация традиций народа, чтобы не забывать свое прошлое. Пожалуй, нет на земле овоща, который был бы столь популярен, как огурец. На нашем столе он присутствует практически постоянно, как его только не употребляют. Едят в сыром виде, крошат в салаты, фаршируют, солят, маринуют, добавляют в рассольник, окрошку, азу и так далее. Блюд с огурцами просто не счесть, тем не менее, далеко не все знают, какую пользу приносит нашему организму этот зеленый овощ. И сейчас мы расскажем о свойствах огурца. Первое. Очищает организм. Учитывая высокое содержание жидкости и наличие пищевых волокон, огурец прежде всего является продуктом, выводящим из организма токсины, шлаки и соли тяжелых металлов. В этом плане овощ особенно полезен лицам, проживающим в городах и мегаполисах, живущих рядом с предприятиями и рудниками. Более того, огурец способен выводить из организма радионуклиды, а значит, этот овощ должен обязательно присутствовать в рационе людей, проживающих в радиоактивных зонах и перенесших облучение. Второе. Укрепляет сердце и сосуды. Особую пользу огурцы приносят сердечно-сосудистой системе. Калий, который в высокой концентрации присутствует в этом овоще, поддерживает работу сердечной мышцы, защищая организм от тахикардии и других сердечных заболеваний. В огурцах найдены фолаты, которые укрепляют сосуды и сохраняют их эластичность. Да к тому же препятствуют оседанию холестериновых бляшек на сосудистых стенках. В результате такого воздействия у человека поддерживается нормальное давление, а значит, он защищен от гипертонии. Если же употреблять огурцы постоянно, можно не сомневаться, что даже в глубокой старости человек не узнает о такой проблеме, как атеросклероз. Кстати, немногие знают, что огурцы участвуют в процессе кроветворения и улучшают реологические свойства крови. Под влиянием этого овоща повышается текучесть крови и предупреждается появление тромбов. А это прекрасная новость для тех людей, которые страдают от варикозного расширения вен, тромбоза вен и тромбофлебита. Регулярное употребление огурцов может помочь отрегулировать не только кислотно-щелочной, но и водно-солевой баланс в организме, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также таких заболеваний, как ревматизм, артрит и другие. Исследования показывают, что полезные свойства огурца включают даже противораковые и противомикробные действия этого натурального продукта, которые обуславливаются наличием природных антиоксидантов и солей. Третье. Оказывает мочегонное действие. Огурец – прекрасное мочегонное средство, которое быстро и эффективно выводит из организма излишки жидкости. Данная особенность чрезвычайно полезна для лиц, страдающих от гипертонии, так как естественным образом помогает снижать высокое давление, а также для беременных женщин, для которых отеки становятся настоящей проблемой. Но и это еще не все. Употребляя огурцы, можно нейтрализовать воздействие органических кислот, которые приводят к развитию мочекаменной болезни. Четвертое. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Рассматриваемый овощ налаживает обменные процессы в организме, избавляя от проблем с желудочно-кишечным трактом. Те, кто регулярно употребляют свежие огурцы, не знают проблем со стулом и не страдают от метеоризма. Более того, учитывая тот факт, что огурец прекрасно очищает организм, ускоряет метаболические процессы и имеет чрезвычайно низкую калорийность, его с уверенностью можно назвать лучшим продуктом для похудения. Это подтверждают и многочисленные диетологи. Не зря же огурцы входят в подавляющее большинство современных диет для похудения. Пятое. Укрепляет иммунитет. Польза огурцов кроется в укреплении защитных сил организма. Всему виной высокое содержание аскорбиновой кислоты, которая предотвращает окислительные процессы в организме и справляется с агрессией свободных радикалов. Благодаря этому человек, который с удовольствием кушает огурцы и блюда из этого овоща, реже болеет гриппом и менее подвержен аллергии. К тому же люди, употребляющие огурцы, практически не сталкиваются с весенним авитаминозом и быстрее восстанавливаются после болезней. Шестое. Заботится о здоровье щитовидки.
В огурцах содержится много йода, микроэлемента, который необходим для поддерживания нормальной работы щитовидной железы. Особенно важно это для лиц, проживающих в радиоактивных зонах, где от проблем со щитовидкой страдает 80% населения. А ведь, включая в свой рацион этот хрустящий зеленый овощ, вы заботитесь о состоянии всей эндокринной системы. Причем, учитывая, что больше всего йода содержат свежие молоденькие огурчики, полезнее всего употреблять именно их. 7. Укрепляет нервную систему. Нельзя не упомянуть про пользу огурцов для укрепления нервной системы. В этом продукте содержатся практически все необходимые для этого элементы – магний, фосфор и, конечно же, витамины группы В. Эти вещества нормализуют нервные процессы в тканях, снимают тревожность, нервозность, спасают от ежедневных стрессов и депрессивного состояния. Более того, присутствующие в огурцах полезные вещества устраняют проблемы со сном и улучшают настроение. 8. Поддерживает красоту тела. Огурцы являются настоящим кладезем витамина H, а ведь этот витамин необходим нашему организму для поддержания красоты кожи, волос и ногтей. Именно поэтому косметологи рекомендуют употреблять огурцы женщинам, которые хотят выглядеть прекрасно без применения косметики. Кстати, именно благодаря высокому содержанию биотина огурцы нашли широкое применение в изготовлении народных косметических средств.